Приветствую телезрителей канала Якутия-24 и НВК Саха. Сегодня мы продолжаем тему красоты. Вы уже знакомы с Валентиной Дичковской, которая нам в прошлом выпуске продемонстрировала чудесный макияж, освежающий, с лифтинг-эффектом. Да, поэтому, если пропустили, обязательно посмотрите выпуск в социальной сети ВКонтакте. Валентина, сегодня у нас, как мы и обещали, укладка, да? Да. Что это за укладка будет, в чем ее секретики? Я бы сегодня хотела нашим зрителям показать самый универсальный инструмент – это утюжок. Так. Утюжок – это, если вы считаете, что это просто выправляет волосы, на самом деле нет. Я могу обойтись без разных плоек. Если у меня на руках есть утюжок, я, в принципе, могу многие укладки сделать. И хотела бы сразу вам просто показать свой инструмент, который мне очень нравится. Вот заметили, да? Он удлиненный, немножко вот такой хвостик имеется. Это для удобства. Когда мы крутим. И, в принципе, вот толщина такая же, тоже универсальная, у многих есть. Не толстый, не тонкий, да, скажем. И я использую утюжок для накрутки. Так. У меня свои волосы, они очень такие прямые, без объема. И я поэтому всегда ношу челку. Если у меня времени нету накрутить волосы, я могу так хвост либо пучок убрать и уложить только челку. Это такая хитрость. Если вы торопитесь, если у вас корни не свежие, вы быстро помыли челку, быстро уложили, что я вам сейчас покажу. Я бы хотела вам еще показать такую самую универсальную легкую накрутку, которую можно преобразить. Можно и такой пышный, объемный, можно и такой прям Голливуд, такой эффект, да, на Новый год, например. Одна и та же техника может преобразиться в зависимости от укладки. Так. То есть у нас вообще любая прическа, укладка разделяется на два этапа. Накрутка, то есть я вам сейчас вот покажу, да, то есть накруткой мы работаем только горячим инструментом. Это там, Dyson ваш, да, это там плойка, либо в моем случае утюжок. И укладка. Укладка это уже там расческа, это у нас фиксация, это с помощью наших стайлингов. Стайлинги это у нас лаки, всякие пенки. Ну, я сегодня вам хочу показать самый любимый продукт. Это вот такой жидкий лак, который имеет такой глянцевый финиш. Начнем, да? Да, начнем. Я вижу несколько видов расчесок уже, несколько видов расчесок, потому что это просто для расчесок. У меня, к примеру, только одна. Для расчесывания вы можете иметь только одну расческу. Я вам хочу показать просто как лайфхак, да, какие щетки могут вам преобразить вам обычную накрутку. Расчесывай обязательно. И самый главный, самый важный этап у нас разделение. Разделяем, естественно, на затылке. Вот так, закалываю. Мне нравится моя длина в том, что если у меня была бы короче, мне было бы заднюю затылочную зону накручивать очень тяжело. Сложнее. Да. Если у вас длина вот такая и длиннее, вам будет легче. Все, в принципе, у меня первое разделение готово. Я эти прядки разделю на две части, одинаковые. Я не люблю использовать каждый день защиту. То есть это всякие спреи и так далее. Они все равно утяжеляют волосы, укладка держится меньше. Ну, не очень хорошо. Все, включила свой утюжок. Мой утюжок, суперспособность моего утюжка, сразу включается и можно работать. Так. Есть направление от лица, есть направление к лицу, есть направление от лица. Мы сейчас будем делать самый легкий способ в одну сторону только, к лицу. От лица это у нас уже более такой, старая мода, можно сказать, да? Сейчас, если мы хотим обычные волны в будущем, вот так взяла у корня, посмотрите, у меня хвостик смотрит наверх, и локоть стоит, тоже смотрит наверх. И у меня движения вот такие вниз идут.
Оп. Все, у меня вот такой завиток должен получиться. Еще не загрелся. Достаточно такая толстая прядка, поэтому медленно работаю. И по итогу у меня должны получиться вот такие завитки, две сосули. Температуру инструмента вы смотрите, исходя от структуры ваших волос. У меня натуральный цвет, поэтому мне надо будет чуть больше. То же самое к лицу, просто вот таким образом прохожусь. Если набить руку, не надо бояться горячего инструмента. Если набить руку, то это очень удобно, быстро. Кстати, укладка утюжков, стойкость. Почему? Потому что работает с двух сторон. Вот так. В принципе, примерно понятно, да, что у меня какой Ну, а рисунок предварительно получается. нужно как-то хорошенько просушить волосы, или они могут быть чуть влажными? Кстати, нет, если влажные Если волосы, торопишься, да, там, не вода знаю. у нас смывает все. У вас укладка не будет держаться. Поэтому особенно вот на затылочной зоне мы обязательно хорошенько высушиваем. Если термозащиту вы любите, обязательно используйте. Да? Это зависит также от структуры волос, от длины волос. У нас чем длиннее волосы, там питание от головы, да, от питания не доходит, конечно, у нас концы сухие. Там вы можете использовать разные уходовые свои любимые продукты. Так, очень часто на уроках я, кстати, преподаю урок укладка для себя. Это самая любимая часть вообще клиентов, моих учениц, потому что выручает, да? И вот эта зона, вот эта часть тоже многих раздражает, когда ты не можешь найти прямые, еще не обработанные прядки, да. Лайфхак. Делайте вот так и сразу видно, когда я вот так делаю. То есть вот эти лишний раз я как бы не тревожу. Просто наклоняемся, да? Да, просто наклоняемся на бок, чтобы было быстрее определить их. И также продолжаю. Я прикорневой объем, в принципе, могу сделать, если это изначально я готовлюсь к какому-то мероприятию. Но в данном случае на каждый день, да, у нас вариант такой более каждодневный. Да, многие ежедневно, да, себе Поэтому накручивают. прикорневой объем, если длинные волосы, моя длина считается длинными, да, это очень много времени занимает. Вот так. То есть движения у меня одинаковые, как и в макияже, так и в укладке. Это один из вариантов. Вы можете сделать от лица к лицу, от лица к лицу. В принципе, тогда у вас тоже красивая, да, тогда у вас очень объемная, красивая укладка тоже получится. И вот смотрите, уже у меня как бы затылочную часть я уже завершила, и боковые части мне будет намного легче. И такая вот тоже макушечная часть отдельно. Также работаю. Но клиентам вот такой простую укладку я, по-моему, ни разу не делала. Это слишком просто. Вы пришли к мастеру, а мастер ваш сделал вот чаще такой. всего, наверное, клиенты приходят, чтобы... Да, более сложные варианты, но на какие-то есть... торжества, да, скорее всего. Но все равно разные даже простые встречи. Все равно хочется, если у тебя не имеется ни инструмента, ни времени, навыка, да, и хочется просто довериться мастеру, экспресс-укладки, все равно они тщательно обрабатываются, тщательно все равно ты... я утюжком очень часто работаю тоже на клиентах, но такую волну я бы, наверное, если клиент показал бы мне как референс, сделайте, пожалуйста, Валентина, мне такую укладку, я, наверное, сделала бы именно плойкой.
перед плойкой я могу использовать лак для стойкости, да, а перед утюжком не стоит, потому что вы испортите инструмент. Ну, если я забыла ту плойку, я бы, наверное, клиентам тоже такую волну сделала утюжку. А получается очень быстро, чисто. Самое любимое. У меня вот на затылке еще одна прядка, наверное, будет. Я себе делаю укладку не прям каждый день, но могу прям, не знаю, через день делать. И, конечно же, у меня рука набита. Как видите, я делаю все это очень быстро. Ну, я и обязана, наверное, быстро делать, да? Так как я мастер. Это же моя работа. И дошли до макушки. да, дошли до макушки. И хотела бы сейчас уже думать над пробором. Пробор мой рабочий вот такой. К сожалению, я вот так и не меняю, а надо. Потому что если вы будете всегда носить на одну сторону, у вас тут они паритетичны, волосы. Это все стилисты, все парикмахеры прекрасно знают, тоже рекомендуют всегда своим клиентам. И тоже я повторюсь. Вот в чем проблема, оказывается. Поэтому, да, когда вы вот так делаете на одну сторону, на другую, да, против роста, вот этот объем на самом деле очень хорошо будет держаться. Вот так. А если вот так, то этот объем уже привык, и там тут волос меньше, конечно, Да, вот этот тоже. Надо запомнить. Да, и поэтому вот эту технику я тоже спрашиваю, вы на какой стороне, где ваш рабочий пробор? Спрашиваю всегда у клиента. А я ношу вот так, значит, я вам сделаю вот так, для стойкости. То есть всегда надо менять, наверное, да? Всегда Лучше. надо менять. В идеале, конечно, нельзя иметь пробор, но без пробора как-то у нас как бы не зима Девушки заставляет, да? поймут, да. И все к лицу, к лицу, к лицу, к лицу. Кручу. И вот последняя прядка тоже достаточно толстая, но чуть медленнее, если работать, то нагреется прям хорошо. Ну вот, такие завитки получились. У меня, по-моему, тут что-то, да, видно. Так, здесь. Видите, если вы освоите утюжок, это очень быстрый инструмент. В принципе, у меня накрутка готова. Это первая часть укладки. Вторая часть – это у нас укладка сама. Так. Но я вам сейчас покажу еще самую видную часть. Это у нас челка. У меня удлиненная челка. Я вот эту челку могу, в принципе, как шторкой, да, что модно сейчас. Очень красиво вот это получается. Зависит от стрижки также, да. Но так как у нас укладка с трансформацией, я бы хотела вам показать накрутку челки. Именно, чтобы у нас получилось два разных варианта. Разделяю челку на две части. Если у нас накрутка полностью была к лицу, сейчас наоборот, челку мы от лица. Если я накручу вот к лицу, у меня вот тут объема не будет. А за счет вот именно вот этих движений от лица у меня вот здесь на макушке должен быть получиться объем. Взяла, видите, как я держу челку, волосы, да? И у меня утюжок уже не вот так стоит, прям вот горизонтально. И все, самолетиком. И у меня завиток вот такой получается. Не боимся этого завитка. Сейчас давайте я вам быстренько еще про ошибки расскажу. Пусть остывает прядка у меня. Когда мы боимся горячего инструмента, мы сильно зажимаем. Тогда у нас вообще завитки получаются очень упругие. Это смотрится не очень красиво. Мы должны получить более такие свободы. Да. И поэтому, когда вам страшно вообще работать, сперва холодным инструментом
немножко порепетировать, а потом включили и чтобы вот эта часть была, вот пластины были немножко там просвечивало что-то было. Ага. Какая-то щель должна быть все равно, да? Ага. Все, я немножко подожду, пока все полностью остынет, потому что у нас, когда прядка горячая еще, да, она пластичная. То есть, если я начну сейчас уже укладывать, там, трогать и так далее, у меня, в принципе, движение вниз пойдет, объем уйдет, и это фиксировать будет очень сложно. Я, в принципе, тут создала такие движения, пусть фиксируется. Я чувствую, что там все нормально. И вот эту нашу накрутку мы вообще не жалеем, это надо будет уже расчесывать полностью. У меня одна прядка прямая осталась, не беда. Сейчас идет следующий шаг, это лак. Лак, вот этот лак для чего? Чтобы у меня пушков не было, чтобы у меня статики не было, да? Я вот так беру. Видите, я просто вот таким вуалю, таким образом лью прям много. Этого лака можно лить много. Ничего не будет. И чувствуете, да, запах? Да, чувствую. Очень вкусный. То есть, если мы будем вот так стрелять, прям стрелять, да, тогда у меня, да, вот здесь только будет. Это стойкость не передаст. Поэтому, чтобы у меня стойка была, да, опрыскиваем, опрыскиваем вот такие движения. И все это дело я сейчас просто ломаю. Можно руками, пальчиками, да, вот такими. Таким образом. И почему я взяла вот эту расческу? Эта расческа называется вилка, я использую только вот эту заднюю часть. Я бы хотела немножко придать пушистость. Объема, да? Да. И вот таким образом где-то я создаю такой начесик, чтобы у меня, в принципе, вот это вот было как-то целое. И сзади также могу челочку, да? Более натурально. Да. Видите разницу? Я вот эти фишки использую на съемках. Я фотограф-портретист, то есть я снимаю только портретные съемки, то есть макияж, укладку сделала, портрет сняла, у меня есть вот такая услуга под ключ. Очень популярная, кстати, удобная для клиента, то есть не надо обращаться к другим разным мастерам. Один человек, в принципе, вам сделает то и зафиксирует еще вот это дело. То есть это называется трансформация вашей укладки, вашей накрутки. Мне не хватает тут какого-то легкого сарафанчика. И вот это еще можно вот так заколоть красиво. Это даже получится как просто летний такой спокойный. Ну и в пир, и в мир, мне кажется, пойдет, да? Да. Сейчас очень модно носить вообще вот эти крабиков. Какие-то сережки нежные, сарафанчик. И, в принципе, готово. Очень быстро. Красота. Ну, как он такой вариант. Очень красиво. Мне очень нравится. И можно другую сторону. Я же показала, против роста у нас объем вот этот держится. Все равно красиво. Это за счет того, что мы от лица накрутили. Если к лицу, то вот этого вот движения не было бы. То есть и туда, и сюда. Да, и туда, и сюда. Ну и можно красиво поиграть волосами. Да, поиграть с волосами. И, в принципе, вы зафиксировать потом все это. Такая богиня. Видите, вот этот объем на макушке уже придает другую историю. Следующее, вот уже накрутка. Мы не боимся, что там было очень много лака, мы не боимся, что было там, что мы там долго крутили. Сейчас мы сделаем такой очень эффектный вариант. Этот эффектный вариант
самом деле смотрится очень сложно. Я называю это Голливуд, голливудская волна. Голливудская волна получается за счет того, что у вас одинаковые движения были. К лицу, к лицу, к лицу. Все в одном направлении. Если у вас было бы по разным направлениям, то у нас волна не получилась бы. А вот такой щеточкой я прям вот четкий пробор сделала. И мне нужна сейчас такая вот эта часть расчески. Ну, уже вырисовывается, да? Есть еще продукты, крема, такие крема для сухих концов. Мне этот крем тоже очень нравится. Здесь с эффектом перламутра, видите? На длину также мне даст. Это для легкого расчесывания. Кончики, вот челки тоже можно. Сначала тоже большой расческой, и у меня уже вырисовывается другой вариант. Почему я взяла вот эту щетку? Эта щетка на самом деле для нарощенных волос. Вот эту часть, я же рассказывала, что вот этот лак имеет глянцевый финиш, да? И вот эту часть я расчесываю, видите, как уже так, прям гладко собранный такой эффект получается. Зализываете, да? Зализываю. Вот эту пушистость убираю. И с помощью стайлинга у вас волосы, они становятся такими, как пластилин, пластичными, послушными. И вот как видите, у нас получилась вот эта волна, вот эти ребра появились. Очень много лака надо, конечно же, да? И мне хочется сейчас надеть, наверное, какой-то белый брючный костюм, что-то губы поярче. И поярче, да. Да, поярче сделать. Прям и такая, да, мама выпускника. Такая пришла эффектная. И видите, челка у нас тоже вот прям преображается. Вот это я называю укладка. То есть мы работаем прям тщательно, расчесываем очень много раз, так, фиксируем периодически. Многие, наверное, подумают, так много лака. Но я не рекламирую, конечно, этот продукт, но в случае этого продукта только. Многие, да, я заметила, стилисты используют эту марку. Да. Эта марка, она очень удобная вообще для мастеров. Очень красиво, мне очень нравится. Вот такой эффект получился, да. Совсем другой образ. Да, и уже такой более благородный, да. И я вот тоже на примере. Вы уже украшения. Уже прям голливудская звезда. Да, украшения поменяли, какие-то объемные серьги, там поярче губы, и все. Можете вот в той же одежде идти навстречу. Да. Шикарно. Ну что, и да-да-да-дам, да, торжественное, да, завершение, да, нашего образа. Очень красиво, очень элегантно, я бы сказала так, да, и аккуратно, и сразу ощущение такое, да, женственности, да, хочется как-то нести свою красоту, да, вот показывать. Так сидеть хочется. Да, вот такая укладка смотрится очень благородно, очень эффектно, подчеркивает вообще, не знаю, все. И скулы, и осанку. И вот заметили, да, я накрасила губы поярче, сделала четкий контур, и смотрится уже более. А макияж-то моих глаз, легкий тот, серенький, остался. Да, кстати. И образ все равно преобразился визуально. Валентина, огромное вам спасибо за такие полезные советы, ну очень полезные. У нас давно не было таких вот мастер-классов по красоте, по женственности, да, и нам было очень интересно, правда. Я бы хотела вам пожелать такого же неиссякаемого вдохновения, энергии, новых проектов. Спасибо.
Ага, и до новых встреч. До новых встреч. До свидания. А с вами, наши дорогие телезрители, мы прощаемся, ненадолго, уже совсем скоро увидимся на наших телеканалах.